Впрочем, в праздничной череде важно не забывать о безопасности. Экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Все для того, чтобы праздники прошли безопасно. Как провести каникулы без риска, расскажет Ксения Лосева. В Коми елочная гирлянда убила полуторагодовалого ребенка. Все произошло в селе Выльгард аккурат за день до Нового года. Такие заголовки облетели все федеральные СМИ в 2012 году. С тех пор подобных трагедий накануне праздника в нашей республике, к счастью, не было, но были другие. Вот почему из года в год накануне зимних праздников силовики и экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Служба, конечно, будет работать в усиленном режиме. Все службы, они готовятся к этому мероприятию. Мы заранее, естественно, проговариваем, администрация муниципального образования заранее проговаривает все возможные варианты событий. 800 полицейских и почти сотня росгвардейцев. Именно столько человек будут охранять порядок в период новогодних и рождественских праздников. Им будут помогать народные дружины и частные охранные организации. И, как отмечают правоохранители, опасаться стоит не только возможных чрезвычайных происшествий, но и элементарных краж. На первой строчке квартирные кражи. Злоумышленники проникают в оставленные хозяевам квартиры и машины. Не стесняются совершать кражи в торговых центрах, транспорте, кафе, ресторанах, на катках. Везде, где люди теряют бдительность. Карманных краж в новогодний период происходит больше, чем обычно. Активизируются ближе к праздникам и мошенники. Их расчет строится на вере людей в праздничные подарки и бонусы от государства. Тревогу вызывает и пожарная безопасность. В этом году только в одном Сыктывкаре в огне погибло уже 14 человек. Причины – банальная неосторожность, короткие замыкания, ненадлежащая эксплуатация печного оборудования и пиротехника. К выбору последней нужно подходить особенно внимательно. При приобретении должен посмотреть целостность упаковки. Наличие сертификата номера соответствует, не соответствует данному заводскому номеру и номеру указанного в сертификате соответствия. Значит, также не должно быть повреждено, то есть если какие-то влажность выявлена, то необходимо это в любом случае заменить. Ни в коем случае не запускать пиротехническую продукцию прошлогоднюю. Для того, чтобы посмотреть на новогодние огоньки, совсем не обязательно покупать пиротехнику. Во всех крупных городах Коми запланированы салюты. А вот массовых мероприятий в этом году не будет. Причина все та же – коронавирус. Впрочем, это не значит, что праздники пройдут скучно. Активности хватает. У нас обязательно на каждом мероприятии есть ответственные лица, которые отвечают за пропускной режим, за противопожарный режим. Они не пропускают посторонних лиц. Туда ребята приходят на новогодние представления только где-то в количестве 30 человек, не более. Их руководители будут пропускаться только по QR-кодам. Этот Новый год, ровно как и прошлый, жителям нашей страны предлагают встретить по-домашнему, в семейном кругу и с пользой. Впрочем, дома тоже необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Главное – не оставлять маленьких детей без присмотра. Думать о последствиях. Тогда и жалеть о чем-то в начале года не придется. Ксения Лосева, Олег Костромин, Иван Богомолов, телеканал Юркан.